Приветствую вас, дорогие скорпионы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 4 по 10 марта. Мы с вами смотрим на круглой колоде 5 карт. Первая карта показывает ваше настроение, и 4 карты показывают 4 сферы жизни основные. Любовь, работа, деньги и здоровье. Смотрим. Скорпионы. Период с 4 по 10 марта. Покажите мне настроение скорпионов, личную жизнь, работу, деньги и здоровье. 5 карт подряд. Скорпиончики. Настроение, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и ваше здоровье, самочувствие. Кубики. Покажите мне, пожалуйста, для скорпионов период с 4 по 10 марта. Информация для скорпиончиков. 12-й дом. 12-й дом – это у нас дом всегда каких-то сложностей. Сложностей, неприятностей, испытаний, ограничений, болезней. Поэтому, к сожалению, видите, дом показывает, что легко не будет. Ну, на этой неделе, в принципе, всем легко не будет. Уже вот вы у меня 8-й знак. И пока только из всех знаков у Дев такой более-менее легкий расклад. У всех остальных знаков сложно все. Знак зодиака рыбки, общение с рыбками может быть много на этой неделе. И выпадает, что интересно, выпадает северный узел, тоже вот уже ни одному знаку выпадал. То есть эта неделя, она как будто бы заставит людей остановиться, знаете, вот и подумать над тем, а то ли они делают. Вот у меня такое ощущение. Потому что северный узел – это наша задача, это наша миссия, наше предназначение. Каждый из нас должен заниматься, да, вот, своей задачей. И как будто бы сама Вселенная будет нас подталкивать, ну, кого-то подталкивать в этом направлении, кого-то останавливать, чтобы человек вообще понял, туда ли он идет. Поэтому каждого, кто свой путь выбрал, тот, в принципе, просто будет идти по этому пути. А кто его не нашел, не выбрал, то вы можете заметить, что в вашем случае вот эти вот неприятности, они будут усугубляться. Вот часто 12-й дом – это и есть ограничения и болезни. Человека ограничивают, останавливают и дают болезнь для того, чтобы он остановился и подумал, а правильно ли он все делает, туда ли он идет, его ли это задача, его ли это миссия. Поэтому я думаю, что вот так может проигрываться. Если вы не знаете, посмотрите в натальной карте, постройте натальную карту. Для этого надо знать дату, время рождения и место рождения, ну, где вы родились, город. Значит, вы строите натальную карту, находите вот этот значок, смотрите, в каком он находится знаке и доме. Допустим, это может быть там 5-й дом, 7-й дом, 12-й. Ну, обычно там такая идет табличка и написано. Там даже если вы по картинке не разбираетесь, там сбоку в табличке все можно разобрать. У меня есть видео на канале «Натальная карта», я там показываю. И вам надо посмотреть, в каком знаке, в каком доме. И вот это будут подсказки, что вы должны делать, хотя бы приблизительно, хотя бы в общих чертах. Так что вот, ну, это я говорю для тех, кто почувствует очень сильно вот это значение 12-го дома. Если прям жизнь вас будет останавливать, прям ставить вам подножку, вот остановитесь и обратите на это внимание. Смотрим настроение ваше. Как с настроением, что будет? Ну, король мечей, вы будете злиться. Вы будете злиться. Да, вот судьба создает вот эти сложности, преграды, а это вас злит. Вы как бы... Ну, кто-то расстраивается, кто-то плачет, допустим, кто-то впадает в депрессию, а у вас, наоборот, это вызывает чувство такой гнева, злости и раздражения. Да, вот хочется бороться с судьбой. Не остановиться и подумать, а преодолевать, знаете, преодолевать эту подножку, переступать через нее, как бы отрубить то, что лежит у меня, разрубить то, что лежит у меня на пути. Вот так вы реагируете, видите? Вам как бы вас пытаются подсказать, помочь, а вы нет, а я вот все равно буду идти вперед, а я все равно хочу вот так. То есть вы не считываете, не понимаете, хотя вы очень интуитивный знак, самый интуитивный из всех. Но вот бывают моменты, когда вот эта упертость такая вот, а я вот все равно буду идти вот туда, и хоть ты стреляй. Ну нет, надо остановиться и подумать. Нельзя, иногда вот нельзя в лоб, знаете, вот это как на грабли. Ты наступаешь на грабли, они тебя бьют по лбу, бьют всю жизнь, а ты не можешь понять, что нужно просто немножечко отойти в сторону.
И ты не будешь на эти грабли наступать. Просто это не твой путь. Тебя же не зря этими граблями бьет. Ну вот как-то так. Ну злость, конечно. Злость такая, жесткость, агрессивность. Давайте посмотрим, как это проявится по сферам жизни. Личная жизнь. Ну, кстати, вот интересно, что на личную жизнь это никак не отразится. Видимо, вы сможете вот эти состояния контролировать. То есть где-то вовне, на работе, в каких-то ситуациях я показываю это раздражение, а дома нет. А дома все мирно, все спокойно, карта мир выпала. Наоборот, дом для меня, знаете, как какое-то такое убежище, где я могу скрыться от всех вот этих проблем, где как моя такая раковина, где я чувствую умиротворение, покой, радость, любовь, где вот мне хорошо, эта карта показывает, мне хорошо. И неважно, какой состав семьи, есть отношения, нет отношений, дети, родители, вот вообще не важно, по этой карте не важно. Она говорит, я вот просто внутренне счастлив и доволен тем, что происходит у меня дома. Даже если вы один. Здесь нет ощущения того, что ой, я бедный, несчастный, одинокий. Абсолютно нет. По этой карте мне никто не нужен. Я и есть весь этот мир. Как бы, мне не нужна половинка, да, как вот часто говорят, что вот мне нужна половинка. Вы чувствуете свою целостность. А если человек целостный, ему половинка не нужна. Ему нужен такой же целостный еще один человек. И тогда два мира объединяются в один. Они два полумира объединяются во что-то, что будет миром. Нет, не так здесь. Здесь работает все по-другому. Ну, в общем, дома все хорошо. Может быть, еще знаете, что по карте мир заканчивается какой-то большой этап, или даже не знаю, как это сказать. Карта мир – это завершение большого этапа в жизни. Большого такого, там, может быть, десятилетия, 12 лет, 15, 20, может быть. Как будто, допустим, если вы были один, то вы вступаете в отношения. Если вы могли долгое время встречаться, это может быть желание стать супругами. То есть как бы ваши отношения, они меняются кардинально по этой карте. Они могут прям как будто бы начинаться сначала. Потому что это карта финиша, точки. Вы пришли к финишу. И дальше либо новый забег, либо какая-то другая история. Поэтому вот так. Смотрим, значит, работа. На работе что? Королева Пентаклей на работе. Ну, тоже неплохо, я вам скажу. Опять же, это агрессивность, я ее не вижу на работе. А ну, сейчас, подождите, я спрошу. Может быть, это кто-то? Может быть, это не вы? Скажите мне, королева Пентаклей у скорпионов, это просто мне показывают кого-то на работе? Это кто-то? Это человек, да или нет? Нет, карта говорит, нет, это не человек. Это состояние скорпионов на работе. Это состояние на работе? Да, нет. Тоже нет, нет, это не состояние на работе. Не ваше состояние, не человек. Это то, как скорпион себя будет проявлять. Это его поведение. Это его поведение на работе. Да, нет. Да, это ваше поведение. То есть вы себя будете вести как королева Пентаклей на работе. Что это значит? Это значит, что вы будете нацелены на результат, потому что она всегда стремится к результату. То есть не просто, знаете, я делаю работу лишь бы делать. Мне нужно делать ее для чего-то, с какой-то целью. Это, знаете, что еще? Это карта роста, развития, карта стабильности, комфорта. Часто по королеве Пентаклей нам хочется на работе что-то поменять, купить, переклеить, переставить. То есть сделать свое место рабочее более комфортным. Вот, возможно, еще вот так у кого-то проиграется. Возможно, работа из дома, потому что это у нас еще такая королева Пентаклей, она любит свой дом, и ей нравится работать из дома. Может быть, будете эту неделю работать дома. Так еще может проиграться. В целом карта очень позитивная, поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы на работе. Наоборот, карта показывает, что эта неделя в работе принесет даже какой-то вот результат, ресурс какой-то вам.
Так что тут хорошо. Если вы ищете работу, опять же, карта показывает очень большие шансы найти какое-то место такое, знаете, очень денежное и стабильное. Вы можете много лет там работать. Это не так, что пришли и ушли там через какое-то время. Нет, это карта стабильности, постоянства, безопасности, финансовой безопасности такой. Ну, давайте посмотрим, что с деньгами. Да, видите, десятка пентаклей. Вы что-то такое сделаете на работе на этой неделе, что принесет много денег. Десятка – это максимум, даже можно сказать. Вот если вы зарабатываете какой-то максимум, вы знаете свою, да, вот свой потолок, то вот карта говорит, что на этой неделе этот потолок может быть. Вы можете этот потолок получить. Также это у нас тема недвижимости. Какие-то вопросы могут решаться с недвижимостью. Наследство тоже у нас идет. Наследство, родители по десятке пентаклей. Это когда, допустим, там нам что-то передается от родителей. Родители могут финансово помогать. То есть может также быть много разных источников дохода. Допустим, там 2 ваших источника дохода, супруга зарабатывает, плюс родители что-то там подарили, либо дали. То есть эта карта еще показывает, деньги стекаются из разных источников ко мне, и в итоге получается такая большая сумма. Поэтому по деньгам однозначно вот эта неделя будет очень удачная у вас. Ну и смотрим здоровье. Ну вот по здоровью тут видите. В вашем случае Сатурн себя проявит, Сатурн, Луна здесь, за эту карту отвечает Луна. Луна здесь скажется на вашей эмоциональности. Тут больше даже не физика, знаете, когда вот болят там зубы, голова, руки, ноги. Нет, здесь именно больше эмоциональные какие-то вот такие переживания, болезни могут быть. У вас даже могут быть перепады, то депрессивное состояние, когда вот упадок духа, такое вот какое-то уныние, то агрессивность, вот перепады. Причем, знаете, что интересно, я этого не увидела по сферам жизни. Вот смотрите, здесь нет этого ни в личной жизни, ни в работе, ни в финансах, этого нет. Как-то вот, вы знаете, такое ощущение, что вы это контролируете, вы держите под контролем вот эту агрессивность, вы ее не проявляете. Не проявляете по отношению к другим людям. Сейчас спрошу. Я правильно поняла? А может быть, подождите, а может быть здесь король мечей просто показывает решительность вашу? Что вы очень решительны на этой неделе. Вот может быть так. А ну дайте мне еще одну карту короля мечей. Короля мечей. Состояние скорпионов. Еще одна карта, какая-то вот подсказка для меня. Король мечей. Он какой? Он настроенный на результат зарабатывать, девятка пентаклей. То есть в вашем случае король мечей, вот видите, я его не так считала. Я его считала как человека агрессивного, а вот когда я уже открыла сферы жизни, тут другая история. Это не агрессивность, это просто, знаете, как человек очень целеустремленный. Вот вы, так как он влияет на вас, то на вас это тоже повлияет как целеустремленность в зарабатывании именно на этой неделе. То есть вы поставите перед собой задачу хорошо заработать, или получить какой-то результат. Может быть, это будут не деньги, а какая-то награда, или еще что-то. Но это работа на результат. Работа на результат. Девятка пентаклей подтверждает вот эти карты. Поэтому нет. Здесь это не агрессивность. Я не увидела агрессию. Я не увидела агрессии, не будет. Не будет. А ограничения вот эти по 12 дому, они будут связаны именно с вашим внутренним состоянием, вот по 4 кубков. Вот как-то вы себя держите внутри, вы себе не выпускаете себя по 4 кубков. Не выпускаете эти негативные эмоции. Они, может быть, у вас и есть, знаете, как вот внутри. И обычно человек по королю мечей их выпускает на других, да, то есть дает агрессию. А мне карты показали, что нет, вы эту боль, вы ее держите внутри. Она у вас в рамках по 12 дому. И она вас изнутри съедает по 4 кубков. Это тоже очень плохо. Эта карта всегда говорит, что вам надо подумать над своим вот этим состоянием внутренним. Вы себя съедаете изнутри.
Почему, я не могу сказать. Ну, сейчас, в принципе, идет процесс этой трансформации, возможно, это тоже вот играет роль. Тут даже эта карта говорит, что все в жизни, в принципе, хорошо, мы видим по сферам жизни. Но вот съедаете себя изнутри и все. То есть вы направляете этот меч не вовне, как вот обычно король мечей, а вы его направляете на себя, этот меч. И с этим однозначно нужно бороться. Вот отслеживайте эти состояния. Не надо себя колоть, не надо себе делать больно, не надо над собой издеваться. Себя надо любить. Поэтому вот так здесь. Я вот, когда уже все открыла, я уже смогла, видите, разобраться с этим королем мечей, потому что в одной карте огромное количество значений. Это, знаете, как вот можно представить карта и такой вот ящик, и большой какой-нибудь комод, и там много-много-много маленьких ящичков. И каждый ящичек – это какое-то значение. И вот как раз задача таролога – открыть правильный ящик. Да, и достать правильное значение, потому что вот карта может показывать агрессивность, может показывать целеустремленность, может показывать интеллектуальность, может показывать желание что-то отрубить, может показывать человека, который там строит какую-то стратегию, то есть очень много значений, что это может быть. И вот сразу я неправильно его считала, сразу неправильно, а когда уже открыла карты, я уже разобралась, что к чему. Поэтому так, самое главное разобраться. Я разобралась. В общем, скорпиончики, вот такая неделя. Все хорошо будет по работе, по финансам, все хорошо будет дома. И нужно перестать над собой издеваться, нужно перестать себя мучить. И 4 кубков показывает, что вы сыпете себе соль на рану. Не надо этого делать. Вот такая история. Я же не посчитала совет. Хотела уже с вами прощаться, а совет забыла. 21 аркан плюс королева, король не считаем, 10 и плюс 4. 35. 3 плюс 5, 8 старший аркан. На этой неделе проигрывается. Это карта справедливость. То есть карта говорит, все происходит так, как должно быть. Да, вот, если у тебя все хорошо в личной жизни, если хорошо все с деньгами, значит, ты это заслужил по 8. Значит, что-то ты до этого делал правильно. Поэтому вот в твоей жизни теперь вот эти карты выпадают хорошие. А если внутри вас что-то не так, вы чувствуете какую-то там то боль, то уныние, то что-то вот вы, значит, с собой вели себя не очень хорошо. И поэтому сейчас вот как раз год 8, поэтому вы эту трансформацию проходите. То есть вам нужно вот как-то прожить эту боль и отпустить ее внутри себя. И вот по карте, как раз просто по этой карте, тут в принципе и совета нет. Эта карта просто говорит, что все происходит так, как должно быть. И ты не можешь с этим ничего сделать, ты не можешь это ни изменить, ни исправить, потому что это последствия твоих действий предыдущих. Вот, как говорится, что заслужили, то и получили. Но мы видим, что здесь все хорошо, кроме вашего внутреннего состояния. Вы внутри, как в тюрьме, вот эта карта говорит. Вот вы как будто закрыли себя, как в тюрьму внутри, и не выпускаете себя из этой тюрьмы. И вот вам этот год дается для того, чтобы вы выпустили себя, дали себе вот эту свободу. Не ограничивали, не сдерживали себя ни в чем. Вот такая история здесь. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.